Грудь участника Великой Отечественной войны, знатного снайпера Владимира Гавриловича Салбиева, украшена 21 государственной наградой, в том числе 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны второй степени и множеством медалей. Второй орден Отечественной войны ему вручил накануне празднования 45-й годовщины Победы лично министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, который шутливо называл Владимира Салбиева горным орлом с Кавказа. Владимир Салбиев и 2 его друга Максим Пассар и Николай Баян несли службу в 23-й стрелковой дивизии. 3 боевых друга уничтожили только на Сталинградском фронте 336 солдат и офицеров противника. На счету Салбиева 165 фашистов. Владимир Салбиев родился в 1916 году в селении Тот Душецкого уезда Тифлисской губернии, ныне Тойм, Казбекский район Грузии. В 1934 году с родителями перебрался в город Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Окончил 7 классов в селении Казбеги, ныне поселок городского типа Степан-Цминда, Грузия. После чего 2 года присматривал за общественным скотом, пока в мае 1937 года не ушел служить в армию. Демобилизовавшись в ноябре 1940 года, вернулся в Орджоникидзе и стал работать в городском отделе милиции. После начала Великой Отечественной войны в сентябре 1941 года призван в ряды Красной армии. Сражался на Ленинградском, Калининском, Центральном, Северокавказском, Донском, Сталинградском, Первом Украинском фронтах. Принимал участие в оборонительных боях 41-42 годов, затем наступательных 43-44 годов. Всего за время Великой Отечественной войны был 3 ранен и 4 контужен. Начав снайперскую работу в сентябре 1942 года во время Сталинградской битвы, ежедневно со своим взводом истреблял по 8-9 фашистов, среди которых были и снайперы. Приказом от 30 сентября 1942 года Владимир Гаврилович Салбиев за уничтожение первых 23 врагов был награжден медалью за отвагу. «10 октября 1942 года старшина стрелковой роты 117-го стрелкового полка Владимир Гаврилович Салбиев был представлен командованием части к очередной награде за уничтожение 85 солдат и офицеров противника. Приказом по войскам Донского фронта от 5 ноября 1942 года награжден орденом Красного Знамени. 28 ноября 1942 года отец снайпера получил письмо со Сталинградского фронта от командира отделения Оленченко. Ваш сын Володя ежедневно истребляет своими меткими выстрелами врага. Снайпер Владимир Гаврилович Салбиев за короткое время уничтожил 89 фрицев. К 22 ноября 1942 года на личном счету Владимира Салбиева было 100 истребленных фашистов. Взвод под его командованием за период Сталинградской битвы уничтожил 848 солдат и офицеров, а также 3 танка. За боевые подвиги Салбиева командованию полка дивизии вынесено ряд благодарностей и даже получили на счет снайперов 21-й армии ценный подарок – золотой именной портсигар, а во фронтовых газетах вышло несколько очерков. 6 января 1943 года Салбиев по болезни был эвакуирован в госпиталь на излечение, но после выздоровления снова вернулся в строй. 18 февраля 1943 года командир взвода роты противотанковых ружей младший лейтенант Владимир Салбиев был представлен командованием части к званию Героя Советского Союза за уничтожение 160 солдат и офицеров противника, но не получил его. 31 марта 1943 года награжден 2-м орденом Красного Знамени.
После Сталинградской битвы часть, в которой воевал Владимир Салбиев, была переброшена на Первый Украинский фронт и принимала участие в освобождении Украины. Во время боев на Харьковском направлении Салбиев был ранен в голову и находился на излечении до июля 1943 года. Осколок остался у него в голове до конца жизни. Затем принимал участие в боях от Кировограда до правобережной Украины. Подготовленный им снайперский взвод в этих боях истребил до 200 немецких солдат и офицеров, за что 7 снайперов были награждены боевыми наградами. В июне 1944 года командир снайперского взвода гвардии лейтенант Владимир Салбиев за умелое командование подразделением и личную отвагу был представлен командованием части к последней награде – Орденом Отечественной войны второй степени. Во время боев на Западной Украине приходилось воевать не только с немецкими частями, но и с украинскими националистами – бандеровцами. В ноябре 1944 года снова ранен под Львовом. Сначала его посчитали убитым, но затем увидели, что он дышит, и на самолете эвакуировали в госпиталь, где он находился на излечении до лета 1945 года. Именуя винтовку, на которой было написано Владимиру Салбиеву, знатному снайперу СССР, которую ему вручил член военного совета Сталинградского фронта Никита Хрущев, была передана на хранение в музей города Сталинграда. В июне 1945 года прославленный снайпер уволен из рядов советской армии по состоянию здоровья. В одной из статей в интернете был представлен список 5 лучших снайперов Великой Отечественной. 5-е место в этом списке принадлежит капитану Ивану Михайловичу Сидоренко – 500 убитых врагов. 4-е место занял Ахат Абдулхакович Ахметьянов – 502 убитых врага. На 3-м месте Василий Шалвович Квачантирадзе – 534 убитых врага. Почетное 2-е место занял герой нашего рассказа Владимир Гаврилович Салбиев с его послужным списком в 601 убитого врага. И, наконец, 1-е место в этом списке принадлежит Михаилу Ильичу Суркову – 702 убитых врага. Примечательно, что Сурков, так же как и Салбиев, не был представлен к званию Героя Советского Союза, в отличие от Сидоренко и Квачантирадзе. Оба получили долгожданное звание героя, хотя их послужной список убитых фашистов меньше, чем у Салбиева и Суркова. Остается неизвестным, чем руководствовалось военное командование, назначая претендентов на это высокое звание. Специалистами было отмечено, что даже среди 10 лучших снайперов Второй мировой войны все позиции занимают бойцы СССР. Однажды под утро с нашей стороны раздаются голоса, рассказывает Владимир Салбиев. Поворачиваясь, идут 6 человек в нашей форме. Идут как на бульваре, шумят, смеются. От наших окопов они скрыты возвышенностью, а меня, видно, не замечают. Пароль у нас «Штык». Кричу им, чтоб назвали пароль. Вместо ответа залегли и огонь открыли. Чего они не умели, так это от снайперской пули прятаться. В общем, оставил одного, решил взять живьем. Подкрался и прыгнул на него. Рыжий, здоровенный детина, сил имел не меньше моих. На войне нет времени думать о благородных приемах. Установка перед солдатом одна – победить. Генерал армии Батов лично вручил мне орден Отечественной войны, а за то, что я вылез из траншеи, не удержался, отругал. Всякое бывало в снайперской жизни Салбиева.
Как-то глубокой осенью у него выдался безрезультатный день. Как он ни старался выманить фашистов, те вели себя очень осторожно. Уже к вечеру со стороны Волги пошли караванами стаи диких гусей. Воспользовавшись затишьем, птицы перебирались в родные края. Гуси подняли такой шум, что напряженные нервы снайпера не выдержали. С первого же выстрела он подбил огромную серую птицу. Думал жирным супом товарищей угостить. А та упала у немецких окопов. Не успел он чертыхнуться, вдруг видит, кто-то из фашистов не устоял перед соблазном, короткими перебежками до гуся добирается. Да так и не добрался, пойманный в оптический прибор. В дни, когда фашисты оказывались в окружении, у снайперов тоже хватало работы. Били посыльных немецких овчарок, сбивали почтовых голубей, глушили пулеметные гнезда, делали проходы в проволочных заграждениях врага. Владимиру Салбиеву вручили снайперскую именную винтовку и как особо отличившемуся дали отпуск. На родине Салбиева, героя сталинградских боев, встретили песней, сочиненной народом в его честь. Старый Гаврил Салбиев даже прослезился. С таким сыном до 100 лет можно прожить. После войны Владимир Салбиев работал военруком в школе номер 2 города Владикавказ, затем в милиции. С возрастом все больше давали о себе знать фронтовые раны и особенно осколок в голове. 4 октября 1996 года один из лучших снайперов Великой Отечественной войны Владимир «Ладо» Гаврилович Салбиев скончался. Похоронен он во Владикавказе на том же кладбище, где покоятся и его родители. Всем спасибо за просмотр. А с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео.